Приветствую вас, друзья! К счастью, к моему великому счастью, сессия закрыта, а это значит только одно, что теперь я могу читать все, что я хочу. И тут, в общем-то говоря, перед Новым годом я совершила такой небольшой набег на Библиоглобус и накупила себе наконец-таки тех книжек, которые я хочу. Я ужасно ненавижу читать книги в электронном формате, для меня это просто какое-то издевательство, честно говоря. Поэтому я предпочитаю покупать книги, наслаждаться их, как сказать, каким-то материальным присутствием в моей жизни. Плюс я очень хочу в будущем составить свою библиотеку. Давайте начнем. Какие книги я хочу прочитать в ближайшее время? В первую очередь, это история российского государства Бориса Акунина «От истоков до монгольского нашествия». Я очень люблю свою страну, я люблю Россию, я люблю историю своей страны. Я считаю, что это очень интересно, потому что как только ты узнаешь о том, как развивалась твоя страна, что в ней происходило, как-то проще и легче понимаешь те вещи, которые происходят сейчас в стране. Я узнаю много нового, я узнаю много интересного, какие-то традиции, праздники, менталитет нашего народа. Реально, даже очень многие социальные какие-то проблемы можно объяснить сейчас с помощью истории. Дальше, пожалуй, очень важная книга. Я на самом деле думала о том, чтобы начать ее читать уже достаточно давно, и это Библия. Я взяла у бабушки Библию. К сожалению, я не верующий человек. И я хочу ее прочитать не как Слово Божье, а как памятник литературы, культуры, истории. Потому что Библия, она так же, как и история, помогает лучше понимать какие-то вещи. Например, без знания Библии невозможно понять того же Достоевского, невозможно понять каких-то мотивов, допустим, там литературных героев или каких-то мотивов царей, князей, правителей. Потому что религия всегда играет важную роль в жизни человечества и людей, и народа. И поэтому я считаю, что просто знать это очень нужно и очень важно. Продолжаем, раз уж начала я такую религиозную тему, на самом деле очень сложную, очень противоречивую тему, но все-таки я решила, что мне нужно знать и прочитать Данте Алигьери «Божественная комедия». Мы проходили ее в университете, но, к сожалению, того, как мы это проходили, мне было мало, потому что, допустим, нам там дается на какую-то книгу всего, там, не знаю, неделю или пару дней, ты не можешь прочесть и насладиться ее так, как бы тебе хотелось. Ты не можешь действительно в полной глубине осмыслить, переварить все это, понять. Это очень сложно и невозможно реально в короткие сроки достаточно глубоко проникнуться произведением. Я не знаю почему, но почему-то у меня книги все в основном связаны с историей и религией, но это так. Я решила купить дневник императрицы Екатерины II. Однажды я чисто случайно увидела эту книгу у девочки в метро, и я просто подумала, что есть такое, есть дневники Екатерины II, и мне чертовски захотелось их прочитать. Потому что я очень люблю людей, и для меня очень большую ценность представляют именно сами мысли людей великих, которые что-то делали. Вы представляете, можно просто залезть в голову к великой императрице и узнать, о чем она думала, что ее беспокоило, что вообще происходило в ее жизни, и как вообще все вот это вот у нее в голове укладывалось. Для меня это невероятно круто, поэтому я обожаю читать письма, я знаю, это ужасно, и дневники, это личное, да, я понимаю, но так я могу лучше познать людей, которые меня восхищают, людей, которые меня мотивируют, которые мне помогают и которые действительно вызывают мое уважение. И как раз таки, когда я была в Библиоглобусе, на этой же полке, где и были дневники Екатерины II, я нашла книгу «Записки Дашковой». По-моему, так читается. Честно говоря, правда, я не знала, кто это до тех пор, пока не купила и не поговорила об этом с родными. Это оказалась какая-то очень близкая подруга Екатерины II, которая, собственно говоря, помогла ей зайти на престол и которая также очень удачно ей помогла покинуть этот престол. Она была, как вот тут пишется, одной из самых ярких фигур в отечественной истории, выдающейся представительницей русской культуры. Она имела прекрасное образование, владела языками. Ну, насколько вы знаете, наверное, из моего видео 50 фактов обо мне, я обожаю историю, обожаю историю интеллектуальной элиты нашей страны. Я считаю, что это очень здорово, и нам многому нужно поучиться, потому что люди в 18-19 веке знали по 3 языка, и для них это было нормой, и даже мало. Это просто чудесно, и мне реально тоже интересно знать, как жила и чувствовала себя одна из представительниц элиты 18 века. Из той же серии, кстати, это очень классная серия, несмотря на то, что я не знаю, честно говоря, мировая классика. Она очень красивая и на самом деле не такая уж и дорогая. Это Эдгар Аллан По «Падение дома Ашеров». На самом деле это полное собрание всех его сочинений.
Об Эдгаре Аллане По я, честно говоря, ничего не знала, пока просто случайно у меня не зашла речь об этом с моими однокурсниками. И они сказали, что это просто шикарный писатель, что я должна его прочитать. И я им поверила, и мне, честно говоря, даже самой стало интересно, что да как. И, кстати, очень классная тема. Я иногда люблю зависать там на Википедии, я знаю, что это очень не круто, но я люблю зависать на Википедии. Я узнала, что он умер где-то в середине 19 века, то есть он жил в первой половине 19 века, а с 1950 года у него появился тайный поклонник, который ходит на его могилу каждый год в день его рождения или смерти, честно говоря, не помню. Человек одет во все черное, он сюда приходит, кладет цветы, наливает французский коньяк и иногда что-нибудь читает из его произведений. И настолько это круто, потому что это как-то такая традиция, представляете, кто-то хранит память. И даже в последнее время очень много туристов приезжают просто на то, чтобы посмотреть, как вот совершается таинство тайным поклонникам. Это реально круто. Там уже даже сменилось целых 2 тайных поклонника, как я понимаю, наверное, один из них уже умер, и, скорее всего, это традиция, которая передается по наследству, думаю, от отца к сыну. Это невероятно круто, представляете, кто-то чтит память таким интересным образом. Та же самая серия Фёдор Достоевский «Бесы». У Фёдора Достоевского, к сожалению, и к моему огромному стыду, я читала всего только «Преступление и наказание» и «Идиот», и я считаю, что Достоевский — это великий писатель, и что каждый уважающийся человек должен прочитать все его произведения. В общем, и я решила начать с «Бесов», и очень хочу дальше читать Достоевского, и надеюсь, что изучение Библии поможет мне в лучшем понимании, потому что, честно говоря, я в этом вообще не разбираюсь, и это нужно исправить. И последнее, что я вам хочу сегодня показать, это Оскар Уайльд, «Избранная». Это я взяла из дедушкиной библиотеки. Собственно говоря, портрет Дориана Грея, сказки и пьеса «Идеальный муж». К сожалению, это не совсем то издание, которое бы я хотела прочитать. Было бы идеально, если бы в этом издании была бы еще его биография, и письма, и на самом деле все пьесы, которые не вошли у него сюда. Я Оскара Уайльда читала. Прочитала я первое, что у него это портрет Дориана Грея. Этот роман произвел на меня неизгладимое впечатление, и по сей день он остается моим самым любимым. Не знаю, это вещь, поразившая меня просто до глубины души, и я, наверное, никогда не забуду те впечатления, которые я получила, читая его. С тех пор Оскар Уайльд — одна из самых интересных для меня личностей. Я очень поражена вообще его философией, его эстетизмом, тем, что он пропагандировал. Для меня он гений. Для меня он даже, я бы сказала, злобный гений, в таком же плане, как Энди Уорхол. Знаете, злобные гении — это люди, которые любят ломать общественное мнение, которые переступают мораль. Оскар Уайльд всегда считается садомистским писателем. И всегда все говорили, что он порочный, что он принадлежит к гомосексуалистам. Оскар Уайльд превозносил красоту. Он считал, что помимо красоты ничего не имеет значения, что ради красоты можно приступить все законы морали. И обществу это не понравилось. Потому что в светском обществе, на самом деле, в каждом есть какая-то червоточинка. И когда Оскар Уайльд вот эту червоточинку изобличает, показывает в романе такой, какая она есть, люди всегда сложно воспринимали правду. Поэтому имя Оскара Уайльда осквернено напрасно. Я очень хочу почитать его письма, которые он писал из тюрьмы. Потому что там он полностью открыл себя, полностью открыл людей, которые находятся рядом с ним, которые его окружают. То есть это, можно сказать, даже была его предсмертная записка. И опять же, я люблю письма, я люблю, когда люди действительно открываются. И больше я люблю людей не за то, что они создали, а за то, кем они являлись. Потому что личность всегда очень сильно влияет на творчество человека. Не будь Оскар Уайльд на самом деле таким офигенским, то, наверное, не было бы у него таких потрясающих произведений. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я вас не очень сильно утомила своими восхваляющими речами об Оскаре Уайльде. Просто на данный момент это личность, интересующая меня больше всех остальных. Как видите, я человек, помешанный на истории религии, классической литературы и на личностях людей, которые все это создавали.